Вот там. Араларыңызда урматтуу телегөрүүчүлөр, радио бармактар, Республика Казакстандын пресс-бордорунда Бишкек шаарынын мэри Сураматов Азим Бекович ошол кечээ күнүнөн баштап, бүгүндөн баштап айтканда өзгөчө абал режими Бишкек шаарында намыс алды. Эми мындан кийин коменданттык сааттарда калгандыктан жаңы эрежелер, жаңы баягы шарттар менен жашоого туура келет. Ошондо кандай шартта жашайбыз, эмне өзгөчөлүктөр бар, ошол тууралуу бизге бүгүн маалымат бермекчи. Бүгүнкү эфирдин сиздерге авто 24 канал Улустук медиа бөлүмүнүн телефон биринчи радио Кыргыз радиосунун Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг мэра города Бишкек Сураматова Азима Бековича относительно новых введениях, новых правилах. Всем известно, что сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения в городе Бишкек новые, какие новые инструкции, новые правила, об этом мы сейчас расскажем. Также ответить на все интересующие вопросы наших граждан и представителей средств массовой информации. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканале ВТ, телеканал ТОП-24, канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, через видеоканал КТР в Фейсбуке, на странице ТОП-24, социальных правительств, радио и через национальное информационное агентство КАМА. Азим Бекович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые горожане, представители средств массовой информации. Дорогие горожане, режим чрезвычайного положения в нашем городе действовал с 25 марта до 10 мая текущего года. В первую очередь, от имени горожан и мэрии города Бишкек разрешите выразить благодарность коменданту города Бишкек Уразалиеву Алмаз Кадырмаевичу за его работу в период действия режима чрезвычайного положения. Как отметил президент Кыргызской республики, комендатура справилась с поставленными задачами по соблюдению режима чрезвычайного положения, общественного порядка и работе по предотвращению возможно массового распространения коронавируса. Сегодня мы наблюдаем рост заболеваний COVID-19 и контактных лиц в городе Бишкек. В целях недопущения роста заболеваний решением правительства на территории города Бишкек с 11 мая 2020 года введен карантин в условиях чрезвычайной ситуации. При этом на мэрию города Бишкек возложены задачи возобновления экономической деятельности в условиях карантина. И при этом очень важно не допустить роста заболеваний COVID-19, минимизировать контакты между горожанами и ограничить передвижение по столице. С одной стороны, мы хотим остановить заражение, а с другой стороны, возобновить работу бизнеса и пополнение городского бюджета. В этих условиях есть определенные неудобства и сложности. Уже имеется критика, и мы ее воспринимаем адекватно. Ищем пути упрощения всех процедур, и при этом важно удерживать ситуацию под контролем. Просим представителей СМИ и общественных мнений поддержать нас и объективно оценить ситуацию. В условиях возобновления экономической деятельности всем субъектам, работающим на территории города Бишкек, необходимо строго соблюдать карантинные санитарные правила. В первую очередь это ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение санитарной дистанции в общественных местах не менее 2 метров. Позвольте вкратце остановиться на некоторых вопросах, которые интересуют представителей средств массовой информации и горожан. Первое. На въездах и выездах в город Бишкек будут размещены 16 контрольно-санитарных пунктов. Посты вправе проверять температуру граждан, въезжающих в город, и при подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить на обсервацию или взять экспресс-тест. Санитарные и блокпосты внутри территории города все убраны, и те санитарные посты, которые будут установлены и устанавливаются по периметру города, будут вынесены за пределы города. Второе. В условиях возобновления экономической деятельности отдельные объекты бизнеса уже начали работать. На первом этапе продовольственные магазины и аптеки работали с самого начала и будут работать дальше. По второму этапу промышленные и строительные компании также возобновили свою работу. По первому и второму этапу необходимы были пропуска. В связи с тем, что комендатура прекратила свою деятельность, указанные пропуска аннулированы.
Сейчас наступает третий этап и значительно расширены виды экономической деятельности. Пропусков теперь не будет. Теперь для проезда и передвижения в городе по всем 3 этапам видов экономической деятельности граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, справку с места жительства, справку с места работы для каждого сотрудника, заверенную оригинальной печатью и подписью районного налогового органа. Допускается передвижение предпринимателей при предъявлении патента ГНИ по разрешенным видам предпринимательства, которые указаны в 3-м этапе. Данная мера также даст возможность получить полную информацию по количеству, объемах передвижения в городе горожан и представителей бизнеса. Налоговые службы при заверении справок не имеют права требовать данные о погашении налогов и других обязательств. Беспрепятственное передвижение обеспечивается государственным и муниципальным служащим, врачам, сотрудникам МВД, сотрудникам специальных служб, службам МЧС, сотрудникам государственных органов, сотрудникам СМИ, коммунальных и служб энергетики, задействованных в жизнеобеспечении города при наличии удостоверения либо справки с места работы без подтверждения в ГНИ. Руководителям организации, вне зависимости от форм собственности, необходимо выписать справки для каждого сотрудника. Руководитель данной организации или главный бухгалтер должен отнести их в государственную налоговую службу и там заверить. На сегодня проведены совещания с руководителями государственных налоговых служб. Они будут всемерно содействовать упрощению выдачи данных пропусков. Как вы помните, в начале действия ЧП были случаи подделки пропусков комендатуры. Имелись факты мошенничества с пропусками, и для недопущения подделок справок было принято решение заверять их в ГНИ. ГНИ и акимяты, они знают, кто работает на территории города Бишкек по всем видам деятельности 1, 2, 3 этапа, и в оперативном порядке данные разрешения, справки будут выданы в кратчайшие сроки. В исключительных случаях для безработных, для посещения родных и близких, для походов в магазин, салоны разрешается передвижение по городу при наличии заполненного маршрутного листа. 4. Правительством утвержден перечень разрешенной предпринимательской деятельности с 11 мая. На сегодняшний день разрешается деятельность реализации предприятия, занимающих производством, переработкой, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков, продовольствия с натуральным, сыром и переработанном виде, включая сопутствующие производства, упаковки тар и кормов, лекарственных средств, медицинских препаратов, изделий и принадлежностей. Реализация горюче-смазочных материалов, деятельность медицинских учреждений, деятельность лабораторий, все виды ЖКХ, услуги по дезинфекции и саночистке сливных ям, септиков, деятельность почтовой связи, сфера финансовых услуг, коммерческие банки, таможенные финансовые биржевые брокеры, микрофинансовые организации, страховые компании, нотариусы, юридические услуги адвокатуры, агентства по недвижимости, услуги типографии, средства массовой информации, пункты общественного питания, включая точки быстрого питания, но только на доставку. Сфера промышленности и производства, энергетическая промышленность, химическая нефтегазовая промышленность, машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность, горнорудная промышленность, текстильная и кожевенно-обувная промышленность, мебельная промышленность, производство строительных отделочных материалов и другие виды промышленности и производства, сфера строительства, объекты строительства, подрядные работы, сопутствующие работы и услуги, сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств, техобслуживание, ремонт, включая замену масла и покраску, вулканизация, балансировка шин, мойка и химчистка. Сфера торговли, интернет-магазины, включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб. Оптовая продажа, оптовые точки, склады, поставщики строительных материалов, магазины и рынки строительных материалов, а также поставка строительных материалов. Оптовая продажа, рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенных отраслей, а также поставка тканей и фурнитуры, зеленые рынки, магазины и рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел, автопокрасок, автосалоны за исключением авторынков,
Сфера бытового обслуживания населения, парикмахерских кабинетов и салоны красоты. Сантехнические, электромонтажные и плотнические работы, ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов, химчистка и клининг. Сфера транспортных услуг, организационные таксомоторные службы при посадке не более 2 человек. Пятое. Наступающий этап несет риски распространения коронавируса. В этой связи общественный транспорт работать не будет. Последний пример прибытия на автобусе 541 граждан из России было выявлено 55 зараженных COVID-19 только с одного рейса. Они находились в пути 4 дня в закрытом пространстве. Шестое. Организация выполнения мероприятий мэрии города Бишкек в режиме чрезвычайной ситуации возложены на городские власти. Органы управления сил и средств городской системы гражданской защиты переведены в режим чрезвычайной ситуации. Утвержден план оперативных действий. Комиссия заседает ежедневно на базе мэрии. Каждый день будут организованы брифинги по текущей ситуации и по принятым решениям. Оперативный штаб возглавляет вице-мэр города Бишкек Алункулов Азиз Самбекович. Седьмое. Работает горячая линия по линии МЧС 112, мэрия 1850. На настоящее время строго запрещено проведение массовых мероприятий, работы ЦОНов, сферы финансовых и иных услуг, ломбарды, сфера бытового обслуживания населения, торговые центры, вещевые рынки и магазины, автомобильные рынки, услуги бань, спа-центров, общественный транспорт, спортивные залы. В настоящее время в кодексах предусмотрен ряд статей за нарушение карантина и санитарных правил. Последние изменения и дополнения в законы были приняты 3 апреля 2020 года. Санкции ужесточены и могут достигать от 1000 до 180 тысяч сомов за нарушение проступков и в Уголовном кодексе. Штрафы налагаются в зависимости от тяжести врачами, санврачами и органами внутренних дел. Особое внимание будет уделяться за нарушение санитарных норм и именно за неношение масок. Штраф предусмотрен в размере от 1000 до 5000 сомов. Блок здравоохранения ведет работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции. По городу 98 очагов заражения, в городе 272 больных, завозных 37, медицинских работников 79, сотрудников МВД 36, местные случаи 235. При появлении симптомов вируса просим обращаться по телефону горячей линии 118. В городе работают 40 мобильных групп из числа медиков и санитарных врачей. Они приедут по вызову и возьмут анализы. 10. Социальный блок проводит мероприятия по оказанию социальной помощи населению и распределению гуманитарной помощи социально уязвимым слоям населения мэрии города Бишкек. В районных администрациях работают горячие линии. До 1 июня нуждающимся гражданам будет оказана помощь в виде продуктовых наборов. Списки формируются в МТУ по решению комиссии на местах и утверждаются районной администрацией. Всего по городу на 10 мая оказана помощь 93 тысяч продуктовых наборов или 250 тысячам горожан. По районам за продовольственную безопасность отвечают акимы соответствующих районов, и по мэрии города ответственный Тулебаев Балбах Зарлыкович. Уважаемые горожане, все принимаемые сегодня меры безопасности направлены главным образом на охрану здоровья граждан. Полагаю, что горожане с пониманием и ответственностью отнесутся к введенным ограничениям. Призываю бишкекчан к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Благодарю за внимание. Азим Юрьевич, вот несколько вопросов у нас. То, что в обществе понимается, то, что нам коллеги, журналисты направили. Вот по периметру города установлены блокпосты, да, санитарные посты. И мы знаем, что в ближайших селах есть наши граждане, которые выращивают фрукты и овощи, особенно вот клубнику, редису, вот такие. Они могут же обратно же приехать беспрепятственно в город, заехать и продавать свои эти продукты. Да, лица, которые будут заниматься продажей продовольственных товаров, они имеют право посещать город и продавать свою продукцию беспрепятственно. Угу. А те санитарные посты, которые по периметру города установлены, они не будут передвигаться на там, метры? Там, да, они все передвинуты. Раньше они находились внутри города. На сегодняшний день 90% постов будут расположены на территории Чуйской области при въезде в город Бишкек. Угу. Когда общественный транспорт возобновит свою работу?
Общественный транспорт должен был возобновить свою работу с 11 мая, но в связи с тем, что есть риски и увеличивается количество зараженных по городу Бишкек, на сегодняшний день данное решение, данный вопрос отложен, и он будет зависеть от количества зараженных и контактных лиц в городе Бишкек. Возможно, ближе к 20 мая данный вопрос будет рассмотрен на республиканском штабе. А вернутся ли продуктовые к прежнему графику работы? Ведь есть круглосуточные маркеты. По работе продовольственных магазинов на сегодняшний день, в связи с тем, что у нас в городе действует режим ЧС, данный вопрос в ближайшее время будет рассмотрен и официально дан ответ. Можете рассказать о штрафах? За что теперь могут штрафовать? За нарушение правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации штраф будет от 5000 до 17 тысяч сомов. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил и гигиенических нормативов, статья 150 Кодекса о нарушениях. Штраф от 1000 сомов до 27 тысяч сомов в зависимости от категории нарушения. Нарушение порядка выполнения решения или требования уполномоченного органа. Статья 293 Кодекса о нарушениях. Штраф от 3000 до 13 тысяч. Проступки, уголовная ответственность. Нарушение требований режима чрезвычайной ситуации. Статья 119-1 Кодекса о проступках. Штраф от 15 тысяч сомов до 60 тысяч сомов. И статья 127-1 Кодекса о проступках, несоблюдение карантина, штраф от 30 тысяч сомов до 60 тысяч сомов. Данные нормы были приняты, некоторые из них были приняты 3 апреля 2020 года. Санкции ужесточены и, возможно, будут применяться на территории города Бишкек. Есть предприятия, в которых работает от 5 до 100 человек и более человек. Они, вот имеется в виду работники, сами не будут же ходить в ГНС, правильно? Да, на сегодняшний день обговорен алгоритм действия при получении справок. Главный бухгалтер или начальник отдела кадров любой организации, независимо от форм собственности, делает список и для каждого сотрудника печатает справку о том, что данный сотрудник является сотрудником данной организации, и он подпадает под перечень видов разрешенных экономической деятельности. И данная справка относится в налоговую службу. Там на сегодняшний день работают от 5 до 10 окошек, куда сейчас принимаются эти заявления. И в оперативном порядке налоговая служба проверяет, и на каждую справку ставят печать, и данная печать является основанием для передвижения по городу Бишкек. А комендантский час отменили, значит ли это, что можно передвигаться по городу в любое время, в том числе и позднее? На сегодняшний день ограничений по городу Бишкек нету, но в связи с тем, что все-таки действует режим чрезвычайной ситуации, в позднее время на сегодняшний день рекомендуем находиться дома. Можно ли ездить на работу на собственном авто? В связи с тем, что общественный транспорт не запущен, на собственном транспорте можно ездить. А как пересечь город, если мне нужно из Лебединовки добраться до Кызыласкера, либо выехать на дачу для полезных работ? Какие документы мне нужны? Для этого необходимо заполнить маршрутный лист и цель посещения того или иного пункта. Вот как раз тоже написали, спортсмены, можно сказать. Я тренер по футболу, наша деятельность не входит в разрешенную. Могут ли проводить тренировки на спортивном поле? Если нет, то когда это будет возможным? Спортивные мероприятия и секции по посещению спорта на сегодняшний день запрещены ввиду того, что футбол, например, вот, который говорит читатель наш, данный спорт является контактным. И в данном спорте играют более 20 человек, поэтому есть опасность заражения или контактов. Поэтому на сегодняшний день занятия спортом, массовым спортом запрещены. С 11 мая часть населения выходит на работу, при этом не работают детские сады, а детей некому оставить. Когда заработают садики, в том числе и частные? Данный вопрос сейчас находится на повестке дня в республиканском штабе, но в связи с тем, что все-таки есть риски заболевания детей, данный вопрос будет, наверное, рассматриваться ближе к июню месяца.
Мгм. И можно ли гулять в парке с семьей? В парке гулять на сегодняшний день в режиме чрезвычайной ситуации запрещено. Мгм. Если можно выходить только по уважительной причине, то зачем разрешили работать парикмахерским и салоном красоты? Парикмахерским разрешили мы работать. Парикмахерские и салоны красоты имеют право посещать наши граждане. При этом необходимо заполнить маршрутный лист. Мгм. Азим Бекович, вы сами, наверное, видели, какие пробки на въезде в город, и что будет с этим делать мэрия? Количество автомобилей по городу Бишкек будет увеличиваться, но при передвижении по городу мы будем смотреть справки, находится ли данный субъект в перечне разрешенного вида использования или передвижения по городу, и относится он ли к тем этапам, которые разрешены. И если у него есть такое право, то ограничения ему не будет. Мгм. Вот насчет маршрутных листов, особенно для безработных, они должны сами же указывать причину выхода. И если у них, например, занимаются заработкой денег, вот, например, по найму там, или часовой, да, вот как они должны передвигаться по городу? Но если они занимаются все-таки бизнесом, то они должны зарегистрироваться в органах ГНИ и получить патент. Если это какие-то частные заработки, да, вот, для безработных или для этих, конечно, тогда можно будет, если это разовый заработок, то необходимо заполнить маршрутный лист. Мгм. И с собой надо иметь паспорт еще, да? Да, с собой надо иметь удостоверяющий, документ, удостоверяющий личность и справку с места жительства. Мгм. Спасибо вам за ответы. Азим Юрьевич, вам свободное слово, свободный микрофон, можете обратиться. Уважаемые горожане, на сегодняшний день все те принимаемые меры в первую очередь направлены на уменьшение количества зараженных COVID-19 в городе Бишкек. На сегодняшний день мэрией города Бишкек, правительством принимаются все меры для того, чтобы уменьшить контакты именно тех лиц, которые являются потенциально опасными. Сегодня в городе имеется 98 потенциально опасных участков. Это те места, где есть риски именно заразиться и стать контактным лицом. В связи с чем сегодня при перемещении, при нахождении в каких-то помещениях, при встрече с друзьями, родственниками, я прошу вести учет. В случае выявления больных коронавирусом все контактные лица будут впоследствии, все будут изучаться, и у всех будут браться анализы. Поэтому я прошу быть осторожными при посещении рабочих мест и при посещении мест общественных и вести этот учет. В целом, Все, всё. спасибо. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио көрмандар, бүгүн биздин актуалдуу суроолорго ошо бүгүнкү жаңы эрежелер менен Бишкек шаарынын жаңы эрежелерине киришине байланыштуу ошо Бишкек шаарынын мэри Сурахматов Азим Бекович бизге суроолорубузга жооп берди жана өзүнүн маалыматын берди. Бүгүнкү түү зобону сиздер ЛТР, КТРК Лато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлорунун ЛФМ, 1 радио Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга алдыңыздар. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат.